Добрый день, уважаемые абитуриенты. Сегодня консультировать по вопросам вступительных испытаний по экзамену география буду я. Зовут меня Ильшат Мансурович Гатин. Являюсь доцентом кафедры экологии, географии и природопользования естественно-географического факультета Башкирского государственного педагогического университета. Несмотря на то, что мы с вами работаем в несколько нестандартном формате, я вас хотел бы попросить, чтобы вы на это обращали меньше внимания и, соответственно, настроились на то, чтобы полностью и полноценно сделать задание вступительных испытаний по географии. Значит, по вопросам, в принципе, нет никаких сложностей. Все вопросы удобные, скажем, в формате их решения. В основном это тесты. Все вопросы это тесты, это 30 вопросов. Отведенное время 60 минут. Таким образом, на каждый тест приходится по 2 минуты. Соответственно, только один есть нюанс, что на сдачу экзамена дается только одна попытка. И в данном формате доступ к экзамену будет открыт с 9 часов утра до 15 часов, по местному времени. И поэтому здесь, пожалуйста, в день сдачи экзамена ориентируйтесь на это время. Если у кого будут возникать какие-либо проблемы с доступом и невозможностью входа, в интернет, я в конце проговорю свою электронную почту и свой номер телефона и WhatsApp, поэтому можете по всем вопросам звонить, в том числе и мне тоже. Чтобы войти в систему, необходимо выбрать более, удобное время, но это время должно быть обязательно до 14:00, потому что в 15:00 система автоматически закрывается, и, соответственно, все ваши выполненные задания автоматически оцениваются. Что касается самих вопросов, здесь в основном рассматриваются два раздела. Это физическая география, это экономическая и социальная география. Поэтому, в принципе, в каждом из этих разделов будет рассматриваться по 15 вопросов. 15 вопросов по физической географии и 15 вопросов по экономической географии. Здесь каких-либо каверзных вопросов и знаний каких-то цифровых показателей, там, площади стран и так далее, длину границ нет необходимости знать. Здесь в основном вопросы связаны именно с знанием географических особенностей. И для того, чтобы каким-то образом приблизить возможность, сделать эти задания на максимум, вы можете посмотреть демо-версии ЕГЭ, особенно тестовой части. Там, соответственно, вы можете найти некоторые моменты, связанные с тем, что вы будете ожидать или вас ожидает именно на самом экзамене по географии. Что еще? Конечно же, есть необходимость посмотреть атласы, потому что часть вопросов связана с расположением территории, с границами, с, особенностями расположения объектов в той или иной части или, соответственно, в каких-либо континентах и материках. Соответственно, переходя к самим заданиям и обращая внимание на то, как и каким образом, продемонстрированы эти задания, я бы вам хотел привести вот некоторые из них. То есть то, что действительно уже будет, соответственно, вас ожидать на экзамене.
Вот, например, один из таких вопросов, значит, по физической географии. Итак, вот, какое высказывание о природе России неверно? Ну и, например, там, Азовское море – самое мелкое море в мире. Второй вопрос. Самое чистое море – Чукотское. Третий вопрос. Самое распространенное лиственное дерево – береза. И четвертый вопрос. Самое большое море – Белое. И, соответственно, вот среди этих ответов, конечно же, правильным будет последнее высказывание. Самое большое море – Белое. Вот это один из вопросов по физической географии. Соответственно, все вопросы делятся на две части. Это, во-первых, вопросы на перечисление, и, во-вторых, это вопросы на утверждение. То есть, соответственно, среди разных утверждений ваша задача состоит в том, чтобы найти правильное утверждение. А среди перечислений, соответственно, конечно, придется находить то, которое является правильным. Еще раз повторяюсь, единственным правильным ответом является только один. И других вариантов не может быть. Соответственно, вы это увидите, когда будете работать на компьютере. Каждый раз, когда вы уже, соответственно, отвечаете на сам вопрос, надо нажимать «Далее», а после того, как завершаете работу с тестами, также необходимо нажать кнопочку «Закончить». Ну или, соответственно, без этого тоже можно обойтись, потому что в любом случае на каждый тест, на каждый вопрос время, соответственно, отчисляется компьютером. Поэтому как только 2 минуты проходят, соответственно, вас компьютер переведет на следующий вопрос. Ну и, соответственно, вопрос, связанный с экономической географией, звучит вот таким образом. Например, к нефтеэкспортирующим странам относятся: первое – Швеция, Норвегия, Дания; второе – Россия, Саудовская Аравия, Нигерия; третье – Китай, Вьетнам, Малайзия; четвертое – Бразилия, Мексика, Эквадор. Ну и, соответственно, здесь, конечно же, правильным ответом является Россия, Саудовская Аравия, Нигерия. Вот такого рода вопросы ожидают вас на экзамене, на вступительных испытаниях по географии. Поэтому я пожелаю вам только удачи и, соответственно, не спешить, не, скажем таки, расстраиваться, если вам вопрос покажется каким-либо сложным. Просто необходимо вчитываться, и, соответственно, ответ практически он вот в самих же заданиях. Поэтому я вам пожелаю удачи. Ну и, соответственно, напоследок я номер телефона, WhatsApp и электронной почты, соответственно, оставлю ссылки в виде записи. Ну и, соответственно, еще раз повторюсь, если возникнут какие-либо вопросы, проблемы касательно тестов и того, что вы каким-то образом не сможете, попасть на выполнение задания, то звоните по телефону либо приемной комиссии, либо можете напрямую звонить мне, если вам так удобно. Мой номер телефона 8 986 965 97 59. Здесь же и WhatsApp. Ну и, соответственно, адрес электронной почты gatinim@mail.ru. То есть gatin все это слитно @mail.ru. Это еще будет представлено в записи в виде ссылки, поэтому посмотрите еще раз там. Так что вам удачи, ну и, соответственно, все моменты ваша задача решить полностью. Ну и до свидания.